Освоить навыки командной работы, тайм-менеджмента и креативного мышления. В рамках форума для ребят предусмотрено сразу несколько площадок с мастер-классами, лекциями и играми. На этой, к примеру, ребят учат азам социального проектирования, как создать собственный проект, реализовать и сделать успешным. Рейтинговая система и поощрение – это очень классный способ привлекать внимание молодежи. Мы там не тратим огромных затрат, согласитесь, но мы привлекаем тысячи людей. Талантливые, активные и инициативные. В этом году участники форума не студенты, а старшеклассники из 10 школ Ингушетии. Их отобрали из 500 человек. Форум на похожую тематику соцпроектирования, но он был межрегиональный, на территории СКФО, назывался «Путь первых». Принять участие на этот раз я решила по большей части, потому что уже сейчас я написала свой социальный проект, подала заявку на грант, и мне хотелось бы узнать больше о том, как я могу все-таки грамотно оформить этот проект, чтобы у меня все-таки были шансы его реализовать. Более 40 участников. У каждого из этих ребят свои ожидания и надежды от трассы развития. У меня есть опыт участия в форумах. Я бывал так и на всероссийских, так и на региональных форумах. И создал свой проект по развитию инфраструктурной горной местности республики нашей. И когда узнал, что такой профессионал, как Берт Кульбужев, проводит свой форум по развитию социального проектирования, я понял, что это отличная возможность развить свой проект и представить его просто в наилучшем виде. Участие в этом форуме я наберусь опыта, участия в командной работе, освоить образовательные программы, такие как лекции, мастер-классы и так далее, установить профессиональные связи, работать с экспертами, спикерами. И также могу получить новые навыки, чтобы реализовать свое социальное проектирование. Площадкой для форума в этот раз стала не высокогорная Ингушетия, а равнинная ее часть. На базе отдыха «Ореховая роща» для ребят создали все условия для активного отдыха и продуктивной работы. По соцпроектированию самый основной тренинг, затем у нас тренинг по, так сказать, мастер-класс по ораторскому искусству. Затем у ребят будут конкурс по соцпроектированию, то есть на данном тренинге они составят соцпроекты, то есть каркас соцпроектов и будут их представлять, и мы будем их оценивать. Также у нас здесь есть спортивные площадки, то есть это стрельба из лука, вы видели, наверное, там у нас будет волейбольный турнир, у нас есть мягкая зона, много различных командообразующих игр, которые мы проводим. Всероссийский форум «Трасса развития» проходит в Ингушетии уже в 3-й раз. Его автор и идейный вдохновитель Берт Кульбужев. В 2022 и в 2023 году мы организовывали форум на территории альпинистского лагеря Кязи. Это высота 2300 метров, самый высокогорный форум. И приглашали туда молодежь с 8 округов Российской Федерации, блогеров-миллионников, вызывали и развивались, скорее всего, туризм, ремесленничество, психологическую прокачку. И это был такой симбиоз. Потом мы пришли к такому мнению, что есть талантливая молодежь в Ингушетии, которая тоже нуждается в дополнительном образовании. В частности, это организаторская деятельность, социальное проектирование. В итоге мы решили сделать этот форум для учащихся школ Ингушетии. Форум «Трасса развития» начал свою работу в пятницу, а продлится он 3 дня, до 22 сентября. Участников в заключительный день ждут конкурсы, призы и памятные подарки. Тамара Хшагульгова, Алисхан Горовожев, Магаз 24.